Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Елена Фрейна, добрый день. Какова эпидобстановка в регионе на сегодняшний день? Добрый день. Сегодня, на 28 апреля, сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Таким образом, за последние сутки выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество также наблюдается в городе Якутске, 52 случая, и еще в 8 районах нашей республики. Максимально в Татинском 10, Мегино-Кангаласский 9, Чурапчинский 7, Кобяйский 4, Нюрбинский 3 и Вилюйский, Нюрбинский, Хангаласский по одному случаю. Мы продолжаем проводить тестирование. Всего проведено 2497 исследований за сутки. И с начала пандемии проведено более миллиона исследований. Самой главной задачей остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организации, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. И по состоянию на 28 число у нас всего в республику поступило 114 412 доз вакцин. Это как Эпивак Корона, так и Спутник Ви. Получили первую вакцинацию 106 011 человек, в том числе 26 320 это лица старше 60 лет. Вторую вакцинацию, то есть полностью завершили этап вакцинации 60 449 человек, в том числе лиц пожилого возраста 14 211 человек. Таким образом, использовано на территории нашей республики 93% всей имеющейся вакцины. Мы ожидаем в ближайшее время новые поставки. Все выходные дни мы работаем в обычном штатном режиме. Буквально на всех информационных площадках уже размещены графики работы медицинских организаций. Еще раз акцентирую внимание, что все медицинские организации работают в выходные дни. Значит, участковая служба с 9 до 15 каждый день принимают вызова и обслуживают в поликлинике. Все телефоны горячих линий на сегодняшний день усилены, и медицинских организаций, горячие линии непосредственно Министерства здравоохранения, созданы и организованы дополнительные медицинские бригады для обслуживания вызовов на дому. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Хотелось бы сказать, что сегодня мы видим рост заболеваемости среди детей и молодежи, который поднимается. В прошлом году у нас такого акцента не было. Здесь вот как раз происходят изменения сегодня, поэтому берегите детей, своих близких, родных, пожилых. Будьте здоровы. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот некоторые темы выпуска. Глава Якутии и министр по чрезвычайным ситуациям в Ленске обсудили подготовку к паводку и пожароопасному сезону. Какой объем сил и средств предусмотрен для борьбы с огнем в этом году? Переселение из аварийного жилья продолжается. В Хандыге идет строительство жилого дома, а в поселке Нижний Бестях уже получили ключи от квартир в новостройке. В Алекминске провели совет по охоте и рыбалке. Подробно остановились на вопросе о добыче бурого медведя. Глава Якутии Евгений Зиничев обсудили подготовку региона к пожароопасному сезону. Совещание прошло в городе Ленске. Министр отметил, что, к сожалению, прошлый год для республики в части возникновения лесных пожаров был тяжелым. На 10% возросло количество пожаров на землях лесного фонда, а площадь возгорания увеличилась почти в 2 раза. В Якутии утвержден состав группировки сил и средств для борьбы с огнем. Это более 8500 человек, почти 1500 единиц техники. Кроме того, в поселке Батагай Верхоянского улуса будет создано новое авиаотделение численностью 30 человек. Соответствующее распоряжение Айсен Николаев уже подписал.
В Якутии завершены работы по зачернению и ослаблению прочности льда на опасных участках. Их провели в 9 районах на 31 затороопасном участке общей площадью 213 гектаров на реках Алдан, Амга, Нюя и Токко. Как отмечают специалисты гидрометцентра региона, толщина льда на участках реки Лены, Сангар-Жиганск, реки Алдан у поселка Крис-Хальджай, также у села Амга и у поселка Зырянка превышает норму на 20-40 сантиметров. Также выпало много снега, например, на реке Колыме высота сугробов от 100 до 115 сантиметров, в Амгинском районе 126 сантиметров. Вместе с тем сейчас идут работы по укреплению берега и гидросооружений. 123 населенных пункта у нас попали в зоны затопления, и до 82 населенных пунктов требуется строительство инженерных защит и берегоукреплений. Вот этот вопрос мы ставим на правительственную комиссию. Вопросы в принципе решаем, да? Но, как говорится, также мы подали заявку в Росводресурсы по 2 объектам капитального строительства. Это по инженерной защите от паводковых вод поселка Верхоянск и берегоукрепительные работы в районе села Верхневилюйск. Свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья расселят в Якутии до 2025 года. Об этом сообщил глава региона Эсен Николаев в ходе прямой линии на нашем телеканале. По его словам, переселение является одной из важнейших задач не только для России, но и для Якутии в особенности, так как у нас самый большой объем аварийного жилья по стране. 1/6 часть всей федеральной программы находится в республике, сказал Николаев. Он подчеркнул, задача усложняется тем, что программа распространилась на всю территорию республики. Среди районов наибольший объем аварийного жилфонда в Алданском районе. Во-первых, человек может получить новое жилье. И он такой квадрат жилье такое обязательно получит. Второе, он может согласиться на то, чтобы ему заплатят выкупную стоимость его квартиры. То есть в среднем это сейчас, в зависимости от районов, 50-65 тысяч рублей за квадратный метр. Он за свою квартиру по оценочной стоимости такие деньги имеет право получить. Вот. Или он может попросить ему купить, например, на вторичном рынке жилье, и ему, опять же, в течение, вот, например, этого года уже, 2021 года, в обязательном порядке жилье купят и ему предоставят. Вот есть 3 основных способа. В поселке Нижний Бестях ко Дню Республики вручили ключи от нового многоквартирного жилого дома. Объект ввели по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Артур Старостин осмотрел новостройку. Сегодня у жителей поселка самый волнительный день. С этого момента они будут проживать в новых благоустроенных квартирах. Ключи от квартиры номер 56. Сегодня более 50 семей получили ключи от новых квартир. В 5-этажном жилом доме с балконами имеются однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Мы очень долго ждали этого события в нашей жизни. Благодарны и нашему муниципальному образованию, и нашему правительству за то, что оно беспокоится о своих гражданах. Мы очень довольны, очень рады. Квартиры светлые, красивые, просторные. Вот. Ну, будем жить, будем радоваться. Этого торжественного дня действительно ждали долго. Теперь у новых жильцов остались позади ожидания. Сейчас впереди новые и приятные хлопоты. Вера Малеева с сыном Давидом первыми зашли полюбоваться новой квартирой. Их очень радует это большой балкон с видом на природу. Сейчас все растает, раззеленеет, вообще будет красиво и хорошо. И будем обживаться. С новосельем! В поселке Нижний Бестях признано аварийным 58 многоквартирных домов общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. В них проживают 1100 человек. В целях реализации данной программы в поселке введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома. Первый многоквартирный жилой дом находится по улице Алданская, а сегодня ввели в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по улице Кооперативная. Республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда продолжается. Снос аварийных домов в поселке Нижний Бестях будет осуществляться с этого года. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район.
В Хандыге продолжается строительство жилого комплекса по улице Магаданской по программе переселения из аварийного фонда. В прошлом году здесь был введен 28-квартирный жилой дом, а в этом начато строительство второй очереди 29-квартирного дома. Мария Винокурова подробнее. Сваи нового четырехэтажного дома строители успели установить еще в ноябре 2020 года. С начала марта они сразу приступили к возведению здания. В эти дни строители выполняют работы по установке опалубки, армированию и бетонированию цокольного перекрытия. К концу мая мы должны закончить монолитный каркас и уже начинать кладку. И вот к концу июня закончим кладочные работы, потом фасад пойдет. Отделка, внутренняя сантехника, отопление, электрика. На объекте трудится бригада бетонщиков и арматурщиков. Всего 15 рабочих. Задействовано 5 единиц техники. Автокран, бетономешалка и 3 погрузчика. Все стройматериалы вплоть до отделочных завезены еще по зимнику. По Магаданской мы в прошлом году один дом сдали, и сейчас вторая очередь начинается. И этот квартал еще 2 дома должны построить, буквой «П», можно сказать. И посередке она детская площадка должна быть по благоустройству. В строящемся доме 11 однокомнатных, 9 двухкомнатных и столько же трехкомнатных квартир площадью от 33 до 73 квадратных метров. 29 семей из аварийных домов с нетерпением ждут долгожданных ключей от новых квартир. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Участники совещания по охоте и рыбалке в Алекминском районе ознакомились с количеством лицензий, выделенных на этот год. В этот раз обсуждение получилось немногочисленным, роль сыграла пандемия коронавируса. Подробности совещания у Елены Фаст. В связи с ограничительными мерами по профилактике COVID Совет по охоте и рыбалке прошел при малом количестве народа. Вопросы же рассмотрели важные. Один из них – квоты на добычу, выделенные на Алекминский район. Допустим, вот на того же Бурунведе нынче было нам выделено 198. Но не надо забывать динамику такую, что с того года, значит, распределение разрешений по районам идет с помощью электронной жеребьевки. То есть 35% квоты районов разыгрываются в городе Якутске методом выпада случайных чисел. Алекминские охотники, они в том году со 135 разрешений, которые разыгрывали в городе Якутске, всего выиграли 17. Подробно остановились и на вопросе по добыче бурого медведя. В последние годы участились случаи выходов косолапого к населенным пунктам. Обращений было порядка 30. Обращались у нас в поселке, в основном это Нерюктяй, Абага, Троицк, Заречный, Чапаево, Саныхтат. Вот. Это основные те поселки, вот, Харинцы, вот, где ежегодно получается, что медведи подходят близко к населенным пунктам. Практически ежегодно с этим сталкиваются жители Троицкого наслега. В основном появляется в весеннее время рядом с населенным пунктом, это, как обычно у всех, наверное, на свалке. И вот в это время, конечно, они агрессивные, и появление близ населенного пункта угрожает как диким сельскохозяйственным животным, так и людям. Поэтому уже отработано у нас личном ходатайстве, получаем лицензию на добычу в течение 30 дней. Уточнили информацию и по охотпользователям, которые в этом году внесли оплату по своим охотугодьям. Яркий пример единства в Токинском наслеге. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Победители международной акции «Диктант Победы» получат баллы при поступлении в вузы. Испытание намечено на завтра. Минобрнауки России рекомендовала университетам включить мероприятие в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании. Отмечается, что о готовности присоединиться к акции заявили более 30 вузов страны, а также образовательные центры «Сириус», «Орленок» и «Артек». На сегодня завершается разработка тестовых заданий «Диктанта Победы». Как и в прошлом году, для участников подготовят 3 варианта. Один для прохождения онлайн-теста на сайте диктантпобеды.рф. Второй вариант напишут восточные регионы. Третий – европейская часть страны.
В Москве почтили память отцов-основателей Якутской республики, чья жизнь оборвалась в спецполигоне НКВД в Коммунарке в 30-е годы прошлого столетия. В День республики у памятника якутянам, жертвам политических репрессий, состоялся торжественный митинг с участием представителей якутской диаспоры. Памятник нашим землякам был установлен 27 сентября 2002 года по указу президента республики Вячеслава Штырова. За мемориалом круглый год ухаживают служители подворья Свято-Екатерининского монастыря. В списках расстрелянных в Коммунарке Максим Амосов, Исидор Барахов, Гаврил Ксенофонтов и другие. По разным данным, в этой земле находится от 6 до 22 тысяч репрессированных граждан. И вот здесь, на историческом таком месте, на полигоне Коммунарка, где закончили жизнь в те трагические годы, 30-е годы прошлого века, основоположники нашей республики. Вот именно находясь здесь сегодня, испытываешь особые чувства, конечно, гордости. И я думаю, что в ближайшие 10 лет мы можем достичь очень больших, действительно исторических результатов. Для этого нужно только одно условие – мир и согласие в нашем обществе. Всемирная организация здравоохранения призвала россиян проявить осторожность во время майских праздников и избегать большого скопления людей в помещении. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендует проводить мероприятия на улице, обеспечив соблюдение дистанции, правил гигиены рук, масочного режима. Она напомнила о повышенной опасности распространения инфекции из-за праздничных мероприятий. Вуйнович указала на ответственность, которую несет каждый в праздничный период, а также на возможность внести личный вклад в борьбу с пандемией. Кроме того, вакцинация от COVID-19 продемонстрировала эффективность и препятствует появлению новых штаммов, отметила представитель ВОЗ. К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже.